Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем вебинар по проведению школьного муниципального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии в 2020-2021 учебном году. Я вижу по чатам, что вас достаточно много, это очень хорошо. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать совершенно любые вопросы. Лучше будет, если мы максимальное количество проблем обсудим прямо сейчас, чем мы это будем делать во время школьного муниципального этапа или тем более после него, когда уже какие-то сложности необратимые возникнут. Моя презентация не будет слишком длинной, часть сохранилась с прошлого года, но большие обновления связаны с тем, что в этом учебном году по всем известным причинам проведение Олимпиады будет не таким, как это было раньше. Тем не менее, в настоящий момент пока еще действует порядок проведения Олимпиады, Всероссийской олимпиады школьников, его последней редакции от ноября 2016 года и с небольшими дополнениями, сделанными весной 2020 года. Новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, о котором вы наверняка уже слышали, ожидается его принятие к региональному этапу в январе 2021 года. То есть пока школьный муниципальный этап, наверное, в последний раз будут проводиться по существующему в настоящий момент порядку проведения. По этому порядку, собственно, и как и по-новому, тут изменений не предполагается. Олимпиада состоит из 4 этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Даты перед вами, то есть кроме заключительного этапа вообще ничего не меняется. Заключительный этап теперь по приказам проводится до июня включительно, но это вместе с подведением итогов. Если говорить о школьном муниципальном этапе, то школьный начинается вот уже, можно сказать, прямо сейчас и охватит сентябрь и октябрь. А последние 2 месяца 2020 года, ноябрь-декабрь, это будет уже время проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Структура олимпиады также не претерпит изменений по сравнению с предыдущими годами. Школьный этап организуется силами самого образовательного учреждения, оно формирует оргкомитет. А задания для школьного этапа формируются муниципальной предметно-методической комиссией, и они оказываются одинаковыми для всех образовательных учреждений, которые входят в данный район или муниципальное образование. Этим достигается единство конкурса и справедливость отбора участников со школьного этапа на этап муниципальный. Соответственно, когда мы начнем муниципальный этап, его задания уже будут едиными по всему региону Российской Федерации, и их разработкой занимается региональная методическая комиссия. Ну, здесь все перед вами, изменений больших не будет. Школьный этап Олимпиады проводится по астрономии в 6 возрастных параллелях. Они здесь перед вами. Первая параллель – это 6 класс и моложе. Это параллель, для которой, собственно, Всероссийская олимпиада пока что школьным этапом и ограничивается. Дальше 7, 8, 9, 10, 11 класс – это все отдельные возрастные параллели. Очень важный момент, мы каждый год о нем говорим, ничего в этом плане не меняется. Мы стараемся за этим следить, и Министерство просвещения за этим будет следить. Не допускается никакого ограничения по числу участников от одной школы, никаких квот. И категорически запрещено какое-либо взимание платы за участие. То есть школьный этап должен быть абсолютно открытым для всех желающих. При этом важно подчеркнуть, что по своему решению участник может выступать в возрастной параллели старше, чем тот класс, в котором он обучается. Правда, в этом случае его нужно предупредить, что он будет продолжать участие во Всероссийской олимпиаде, во всех этапах, на которых он сможет отобраться, за эту возрастную параллель. То есть по порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников допустима такая ситуация, что участник у нас, скажем, представляет 5 или 6 класс, но он принимает решение выступать на школьном этапе за 7 класс, и в этом случае при успешном выступлении он может отобраться на муниципальный этап
и выступать там также за 7 класс. Хотя у нас муниципальный этап, соответственно, для классов моложе 7 не проводится. Вот это право ребенка, и никто не может его в этом праве ограничивать. Школьный этап Олимпиады мы не рекомендуем делать его особо долгим. Это утомляет и детей, и, в общем-то, надобности в длительном школьном этапе нет. Рекомендуемая длительность 1 час для 8 класса и моложе, и 2 часа для 9 класса и старше, то есть для 9, 10, 11. Что важно, длительность школьного этапа мы не рекомендуем ее делать зависимой от формы проведения, то есть будь то очная форма проведения или форма проведения с использованием информационно-коммуникационных технологий, но об этом, наверное, уже и представители других предметов вам говорили. Единственное, что будет зависеть, это сама структура заданий. Если участников в вашем регионе не так много, и эпидемиологическая ситуация позволяет провести Олимпиаду в стандартной очной форме, то структура проведения будет такой, какой мы ее рекомендовали делать в предыдущие годы. То есть для младших классов, до 8 включительно, оптимальное количество заданий 4, для более старших классов оптимальное количество заданий 6. И систему оценивания мы рекомендуем делать 8-бальной. То есть если у вас форма проведения Олимпиады очная, то у вас появляется возможность проверить не только ответ на задание, но и саму структуру решения, какие выводы делает участник, и таким образом правильно определить оценку. В этом случае 8 баллов представляются нам оптимальной шкалой для оценивания каждого отдельного задания. Если же Олимпиада предполагается с использованием информационно-коммуникационных технологий, то тут ситуация несколько иная. Так как у вас уже, скорее всего, не будет возможности проверять структуру задания, а проверяется только сам ответ, для обеспечения объективности такой Олимпиады заданий имеет смысл сделать больше. Но вот так мы рекомендуем примерно удвоить количество заданий. То есть 8 заданий для младших классов до 8 и до 12 заданий для более старших классов. Но вот здесь обратите внимание, так как длительность при этом не меняется, вы должны понимать, что эти задания они должны быть не обязательно проще, но допустимо, они должны допускать более быстрое выполнение. Это нужно обязательно учесть при составлении заданий. Важный момент. Во многих регионах численность участников школьного муниципального этапа достаточно велика, и поэтому Олимпиаду с использованием ИКТ имеет смысл проводить не только в случае, скажем, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет неблагоприятна, а просто если детей много и организовать проверку жюри бумажную, обычную, будет достаточно сложно. Но вот эти слова относятся прежде всего к крупным регионам, где участников много. Поэтому я вполне допускаю, что большое количество регионов проведут школьный этап с использованием ИКТ, и это, в общем-то, может быть, кроме Москвы, достаточно новое, и нужно внимательнее отнестись ко всем нюансам, в том числе и нашим рекомендациям. Вот здесь дальше по этой презентации мы делаем отдельные рекомендации для той и другой формы проведения Олимпиады. Итак, школьный этап Олимпиады, начиная с 7 класса, это отборочный этап на уже муниципальный, на следующий. Только самая младшая параллель, тут написано 5-6 класс, допускается и 4 по порядку проведения. Только вот для самой младшей параллели школьный этап это и будет вся Всероссийская Олимпиада. Дальше мы идем на этап муниципальный. И вот к самому отбору тоже у нас есть рекомендации, граничащие с требованиями, потому что год от года происходят вещи, на наш взгляд, достаточно непонятные. Итак, критерии должны быть адекватные с учетом численности участников и числа баллов. Что такое адекватные критерии? В любом случае, какими бы ни были ваши задания, каким бы ни было число участников, проходной балл со школьного на муниципальный этап не может быть больше, чем 50% от максимального количества баллов, которые вы определите для школьного этапа. То
То есть, образно говоря, если на школьном этапе максимальное количество баллов, которое может набрать участник, скажем, равно 50, то все участники с 25 и выше баллами обязательно должны отбираться на муниципальный этап. Если у вас не так много участников и не так много показали высокие результаты, вы этот проходной балл можете даже уменьшить, сделать его меньше, чем 25. Но он не может быть выше. То есть не должно быть ситуации, чтобы, скажем, требовалось 70-80% баллов набрать от участника, чтобы он отобрался на следующий этап. Не нужно забывать, что первые два этапа Олимпиады – это прежде всего их функция – это популяризация астрономических знаний, массовость и максимально широкий отбор уже участников перед последними двумя действительно сложными этапами Олимпиады. И также запрещается введение определенных квот на отбор от одного образовательного учреждения. То есть не должна быть ситуация, когда, скажем, количество участников муниципального этапа от определенной школы ограничивается неким числом, там 2-3, не зависящим от показанных результатов. Это неправильно в принципе и неправильно особенно в случае астрономии. Я объясню, почему это так. Дело в том, что как школьный предмет астрономия достаточно молодая, еще несколько лет назад ее во всех школах не было, и уровень астрономической подготовки очень сильно менялся от школы к школе. То есть кружок, есть центр дополнительного образования, учитель, который сейчас работает с детьми, имеет опыт ведения занятий по астрономии, который он накопил до введения предмета астрономии в школу. Все, результаты будут намного сильнее. У нас вполне нормальная ситуация, скажем, когда у нас в одном классе одной школы учатся 2 или 3 призера Международной олимпиады по астрономии, то есть даже так. И если ввести какие-то фиксированные квоты, тогда очень сильные дети уровня потенциальных победителей призеров Всероссийской олимпиады, финала, могут просто не пройти школьный этап. Поэтому отбор должен определяться только набранными баллами и не должно быть фиксированных квот, не зависящих от уровня подготовки участников. Таких случаев было очень много, я вас прошу подобных нарушений не делать. Муниципальный этап Олимпиады, следующий, второй. Но тут схема очень похожая на то, что у нас есть по этапу школьному, но меняются некие численные параметры. Мы видим, что муниципальный этап, он длиннее. Для 7 и 8 классов мы рекомендуем его устанавливать его длительность в 2 часа. Для 9, 10, 11 классов 3 часа. Вспомним, что 9, 10, 11 класс на основе муниципального этапа отбираются уже на этап региональный. Этот отбор должен быть объективным, точным и не вызывать сомнений и вопросов. Поэтому уже достаточно обстоятельная подготовка в плане заданий должна быть проведена. Если форма проведения очная, то используется очень похожая схема на то, что у нас было в школьном этапе. 4 задания для младших, 6 заданий для старших, 8-бальная система и, соответственно, рекомендуемое нами максимальное число баллов, оно перед вами на экране. Если муниципальный этап проводится с использованием ИКТ, то, опять же, мы рекомендуем увеличить число заданий, так как они будут ориентированы только на получение правильного ответа. И для того, чтобы все это было сделано без вреда для объективности Олимпиады, заданий должно быть примерно в 2 раза больше. То есть до 8 заданий в случае 7-8 классов и до 12 заданий в случае 9, 10 и 11 классов. И такая же система. Старшие параллели в муниципальном этапе, 9, 10, 11 класс, отбираются уже на региональный этап, который состоится в начале 2021 года и с большой вероятностью уже будет проводиться по новому порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников. Требования к системе оценивания и подведения итогов муниципального этапа качественно такие же, как и в случае школьного этапа. Во-первых, проходной балл на региональный этап не должен завышаться. Он не должен превосходить 50% от максимального количества баллов, которые вы установили на школьном этапе. Это важный момент.
Подчеркну, что муниципальный этап у нас не несет функцию выявления самых талантливых и самых сильных школьников. Это делается уже на региональном и заключительном этапе. Муниципальный этап должен предоставить максимально широкое множество детей, которым имеет смысл пойти на региональный этап и попробовать там свои силы. Поэтому проходной балл не должен опускаться ниже, чем 50% от максимума, и не должно быть никаких квот от одного муниципального образования на регион по количеству детей, если эти квоты не зависят от реальных результатов. Я вам уже говорил про фактор сильных школ, и он сказывается и на муниципальном уровне. То есть часто бывает так, что одна сильная школа заметно меняет всю статистику подготовки по астрономии во всем муниципальном образовании. И делает невозможным проход на региональный этап достаточно сильным детям, если вы введете эти квоты. Поэтому это очень серьезно. То же самое, пожалуйста, ничего подобного не делайте. Теперь о подборе заданий. Вот обычно эта часть презентации достаточно простая, но сейчас мы вынуждены рассматривать два варианта, которые отличаются друг от друга в зависимости от того, как вы проводите Олимпиаду, в очном формате или в формате СКТ. Мы часто вводили несколько категорий заданий, давали им номера от 1 до 4. Но вот сейчас у нас разбиение заданий по категориям будет как бы двумерным. То есть цифра отвечает за сложность, а буква, которая появится, отвечает за форму проведения. Так вот, если мы проводим Олимпиаду в стандартном очном формате, который вам хорошо знаком, тогда мы рассматриваем задачи в данном случае категории 1 и категории 2, без каких-либо буквенных расширений. Задание категории 1 предполагает одноэтапное решение, связанное с применением какого-то факта и закона из области астрономии. Ну вот достаточно свежий пример задания категории 1, которое было включено в методические рекомендации, вы их наверняка уже получили. Оно перед вами. Есть дата, есть астрономическое явление, соединение двух планет Юпитера и Сатурна, и указано, в каком созвездии они при этом будут находиться, и вопрос условий видимости. То есть мы должны понимать, где у нас находится Солнце, как расположено относительно него заданное нам созвездие, и из этого сделать вывод, можно ли его увидеть вместе с планетами, в какое время суток. То есть, если говорить простым языком, задание в одно действие. Вот перед вами пример такого задания. Более сложное задание – это задание в несколько действий, то есть можно считать, что оно состоит из связанных некой цепочкой заданий категории 1. Вот перед вами задание категории 2. Связано оно с недавно наблюдавшейся яркой кометой. И, как видим, в этом задании уже есть два вопроса. Во-первых, нужно было понять, где находится комета и как располагается созвездие. А во-вторых, нужно было определить высоту нижней кульминации этой кометы. То есть совершить два действия и из них получить ответ. Это более сложное задание, и поэтому мы его относим уже к категории 2. Это если речь идет о очном формате. Если вы проводите Олимпиаду в формате ИКТ, то вот использовать прямо такие задания может оказаться неэффективным, так как ответ, особенно если он близок к правильному, но все-таки не точный, не даст вам полного впечатление о том, насколько хорошо участник справился с заданием и правильно применил все факты и законы. Поэтому используются задания категории Т, как мы называем, это тестовые категории, которые тоже на самом деле делятся по сложности на первую и вторую. Вот перед вами пример задания категории 1Т, это задание, использовавшееся на муниципальном этапе, на школьном этапе в Московском год назад. Нужно просто определить фазу Луны по заданной фотографии. То есть тут нужно понять, что перед нами не совсем обычная Луна, а Луна в теневом затмении, и тем самым фаза автоматически полнолуния, хотя, казалось бы, виден лунный серп. То есть вот такое одношажное решение, и
правильный ответ полнолуние уже, в общем-то, будет давать вам информацию о том, понял участник задание и как его надо решать или нет. Но понятно, что на решение здесь участнику времени много не потребуется. Он, скорее всего, либо быстро эту задачу решит, либо не решит ее. И поэтому, повторюсь, таких заданий в комплекте должно быть много. Могут быть задания более сложные. Вот перед вами пример категории 2Т. Это задание тоже либо тестовое, но нужно дать несколько ответов, либо задание категории 2, которое нужно решить, прийти к правильному ответу, но именно ответ, только он будет оцениваться. То есть тест такой многоплановый тест и многошажное решение с одним фиксированным ответом. Вот такие задания мы относим к категории 2Т. Теперь как задачи должны быть распределены по категориям сложности в разных этапах Олимпиады и для разных возрастных параллелей. Итак, на школьном этапе, вне зависимости от класса, мы используем только задания категории 1 для очного формата или, соответственно, 1Т для формата с привлечением информационно-коммуникационных технологий. То есть никаких сложных многошажных заданий на школьном этапе давать не нужно. У нас были случаи, что на школьном этапе давали задания международных олимпиад прошлых лет. Вот это все недопустимо. Школьный этап, первый этап, даются максимально простые, можно сказать, такие фактические задания, вне зависимости от возраста. То есть темы, которые вы затрагиваете, конечно, в старших классах могут быть более широкие в плане астрономии. Но действие должно быть элементарное в каждом из заданий. На муниципальном этапе у нас ситуация посложнее. И к заданиям категории 1, которые по-прежнему формируют все-таки большинство этого комплекта, добавляется некоторое количество заданий категории 2. Вот рекомендуемая схема для очного формата перед вами. Как я уже говорил, для 9, 10, 11 класса рекомендуется давать по 6 заданий. И вот так они должны быть распределены. Если вы проводите олимпиаду с привлечением ИКТ, тогда, соответственно, категория 1 у вас заменяется на категорию 1Т, категория 2 заменяется на категорию 2Т, и количество заданий по каждой категории с этим же распределением умножается на 2. Ну, как я уже говорил раньше. То есть вот примерно сохраняется такая общая схема. Теперь материально-техническое обеспечение. Ну, здесь, конечно, речь идет скорее о обычном проведении Олимпиады, если таковое будет для вас возможным. Никаких астрономических приборов мы не требуем, никаких специфических вещей вам не понадобится. Это обычный аудиторный формат проведения Олимпиады. То есть у участников должна быть бумага для выполнения решений, быть ручка, карандаш, то есть чем можно писать. При необходимости даются листы со справочной информацией, если таковая требуется для выполнения заданий. Общее множество справочной информации у вас есть, мы его приложили к методическим рекомендациям. Их не нужно воспроизводить полностью, нужно взять те данные из них, которые нужны для решения непосредственно ваших задач. Ну, в случае школьного этапа такая справочная информация вряд ли будет превышать одну страницу, обычно даже и этого нет. Но с продуктами питания обычно мы рекомендуем их давать, но сейчас с учетом сложной санитарно-эпидемиологической ситуации этот вопрос должен решаться на месте силами оргкомитета. Каким образом обеспечивать питание школьников. Для дополнительной информации вы можете воспользоваться сайтом Всероссийской Олимпиады. Ссылка перед вами, сайт работает. Также вы всегда можете обратиться ко мне. Есть литература, на бумаге сейчас ее раздобыть уже достаточно сложно, но вот те книги, которые перед вами, это электронные версии различных комплектов Всероссийской Олимпиады, они на этом сайте есть, и вы можете их в PDF-виде взять. И по любым вопросам вы можете обращаться ко мне, как сейчас, так и позже. Перед вами мой электронный адрес, перед вами мой телефон. И еще раз говорю, лучше всего, если все эти вопросы будут обсуждаться прямо сейчас, если они у вас возникли,
Пока мы находимся только в стадии подготовки разных этапов Всероссийской Олимпиады. Я сейчас буду смотреть в область вопросов. Если они у вас появляются, спрашивайте. Ну вот я вижу несколько вопросов. Можно ли включать в задание работу с подвижной картой звездного неба? Можно, но четко следите, насколько сложными будут эти ваши задания. То есть то задание, которое вы подготовили, вы должны сделать оценку, к какой категории оно относится, к категории 1, категории 2. Если задание выполняется в один шаг, то это категория 1 вы можете использовать всюду. Если это категория 2, то только муниципальный этап. Если же задание какое-то особо сложное, тогда, может быть, на первых двух этапах его давать не стоит. И еще вопрос. Учреждение дополнительного образования имеет ли право, если я правильно понял вопрос, имеет ли право учреждение доп. Образования отбирать участников на муниципальный этап? Насколько я понимаю, нет, потому что это делается только по данным результатов школьного этапа. То есть вот ваш школьный этап прошел, вы все данные свели по муниципальному району и отобрали лучших. То есть тут уже все делается централизованно. Ну а школьный этап, как я уже говорил, открыт для всех, вообще вне зависимости от того, занимается ребенок где-то кроме школы или нет. Если он хочет участвовать в школьном этапе, то он может. Ну вот, как раз есть комментарий, тогда мы потеряем часть детей. Здесь я вам могу посоветовать только следить за тем, чтобы отбор на муниципальный этап проводился правильно и без этих самых квот. Я думаю, что вы, скорее всего, столкнулись именно с этой проблемой. То есть ребенок уже не отбирается от школы или от чего-то еще. Он написал в школе школьный этап, все, он участвует в общем конкурсе. Так, еще вопрос. Кто должен решать, в каком виде, очном или дистанционном, будет проводиться школьный этап? Естественно, орган управления образованием муниципалитета или даже региона. Ну уж никак не мы. Не во всех школах проводится школьный этап. Да, есть такая беда, к сожалению, это происходит. Здесь по порядку проведения, к большому сожалению, для меня и для вас, единственное, что вы можете сделать, это обратиться к руководству школы с требованием провести школьный этап, потому что они обязаны это делать, с тем, чтобы участник был допущен к решению заданий и, соответственно, имел возможность отобраться на этап муниципальный. К сожалению, других путей сейчас нет. Так, пока вопросов нет, но давайте мы возьмем еще академические 2 минуты, если они у кого-то появятся. Будет ли где-то размещена ваша презентация? Да, будет, я так понимаю. Можно ли наделить учреждение доп. Образования правами школ? Я так понимаю, вы имеете в виду в плане отбора участников. Но, к сожалению, вопрос не ко мне. Вот, я так понимаю, что в настоящий момент нет, и это вам надо узнавать уже у, соответственно, представителя органа управления образованием вашего. Я думаю, что вот просто вот по моим ощущениям, ваш центр доп. Образования должен просто написать письма во все школы, где учатся ваши дети, с просьбой организовать школьный этап. Собственно, вот единственный путь, который я вижу. Еще минуточку ждем, тогда заканчиваем. Будет ли возможность посмотреть вебинар в записи? Я думаю, да, будет. Это вам все сообщат.
Ну, минута вышла. Я тогда в заключение хочу пожелать вам успеха. Год будет явно непростой для вас. Чтобы вы смогли провести Олимпиады, может быть, даже и в очном формате, чтобы ваши ученики были все здоровы, успешно прошли все испытания, и с кем-то из них мы встретились на уже очном финальном заключительном этапе. Большое вам спасибо.